Агрессия грузинского правительства в отношении остинского народа в начале прошлого столетия с правовой точки зрения полностью укладывается в понятие геноцид. Массовое истребление населения только по национальному, этническому признаку, насильственное изгнание с насиженных мест – ключевые составляющие термина геноцид. Все это пришлось пережить нашим предкам. Зверства, совершаемые грузинскими гвардейцами, не поддаются восприятию. Однако это уже свершившийся факт, хоть наши соседи упорно пытаются стереть эти кровавые страницы истории. А нашему народу не хватило и 100 лет, чтобы добиться признания факта геноцида со стороны Грузии. И этому способствовало множество причин, в их числе и то, что в советское время об этом не принято было говорить. 100 лет, это важнейшая дата в нашей истории. Это тот рубеж, на котором происходит сегодня переосмысление наших подходов. 90-летнее молчание по поводу первого геноцида, состоявшегося в 1920 году, оно привело к повторению. И вот эти состоявшиеся уже на глазах нынешнего поколения попытки уничтожать наш народ, нашу Родину, они в какой-то степени зависели еще и от нашего собственного скромного умолчания. Сегодня есть акты международного права. В 1946 году была принята декларация, которая четко описывает, что такое геноцид и как установить его наличие. Документально подтвержденные исторические факты говорят о преступлениях, совершенных против осетинской нации с целью ее истребления. Это был спланированный, политический, хладнокровно рассчитанный акт. Тогдашнее руководство Грузии, как и нынешнее, объявлявшее себя демократическим, этот геноцид спланировало, и это документально подтверждено, на уровне государственных решений. Были созданы соответствующие государственные структуры, занимавшиеся уничтожением и выдворением осетин, и то, и другое форма геноцида. Поселение на этих территориях грузин, эти документы не то что только есть, они еще и опубликованы. Историк Руслан Бзаров подчеркивает, что сегодня самой главной задачей нашего общества является добиться международного признания факта геноцида, преступления против человечности, всеми доступными средствами доносить правду до мирового сообщества. Сегодня важно встать на твердую позицию, политическую и культурную позицию ожидания признания этого геноцида, настойчивой борьбы за это международное признание. Наше требование о признании и о том, что это первое условие того, чтобы Южная Осетия и Грузия наладили более-менее добрососедские отношения, необходимо признание геноцида. Нам нельзя успокаиваться в этом вопросе. Признание геноцида – это первый шаг к международно-правовому полному признанию Республики Южная Осетия. В работе признания геноцида осетинского народа ключевая роль отводится обществу, в частности общественным организациям, а самое главное – осетинским диаспорам в России и за рубежом. Около 5000 мирных жителей, в том числе женщины, дети, старики, были зверски убиты в своих домах. Десятки деревень были сожжены. Это был спланированный геноцид осетинского народа. Уничтожение нации. Материалов по геноциду более чем достаточно. И рано или поздно грузинским властям придется отвечать за действия тех горе-политиков, по чьему решению творились эти кровавые экспедиции, проходящие на территории Осетии. Мы должны помнить те события, никогда не забывать о них. 2 года назад на 10-м съезде осетинского народа, который проходил в Севастополе, мы поднимали этот вопрос и приняли обращение к мировому сообществу с призывом признать этот геноцид и обратить внимание, чтобы
Это не нужно не для того, чтобы мы просто об этом говорили. Это нужно для того, чтобы это никогда больше не повторялось. Конечно, прошло много лет с тех трагических событий. Многие факты остались в забвении. Все эти годы мало внимания уделялось кровавым страницам истории. Памятная дата также установлена спустя 100 лет. Мы должны вспоминать жертв карательных акций не только 20 июня, а обязаны помнить о них ежедневно. А что самое главное, передавать память о тех кровавых страницах истории будущим поколениям. Это то преступление, которое нельзя забывать и нельзя прощать. Роза Тедеева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.